Добрый день, уважаемые абитуриенты. Меня зовут Якупова Лилия Рафиковна. Я работаю доцентом на кафедре генетики и химии. Вам предстоит сдать вступительные испытания по химии в виде экзамена. Это тестирование. Тест состоит из 20 вопросов. Форма сдачи дистанционная. Максимальное количество баллов составляет 100. Минимальное количество баллов – это 39. Экзамен будет длиться 60 минут с начала вашего тестирования. Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 1,5 часа при наличии соответствующих документов, и у вас есть только одна попытка. Структура тестовых заданий включает в себя следующие темы. Это основные понятия закона химии, периодический закон и периодическая система химических элементов Менделеева, строение атома, химическая связь. Также классификация номенклатуры неорганических соединений, типы химических реакций, закономерности их протекания, а также растворы, теория электролитической диссоциации, гидролиз солей и начало органической химии. Дистанционная форма сдачи. В первую очередь вы проходите через логин-пароль, который будет вам отправлен на электронную почту в папке «Спам». Следующее посещение сайта можно зайти уже под своим паролем, который вы меняете, при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом необходимо будет сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где будет видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта с фотографией и фамилией, имя, отчество. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. У вас есть одна попытка. Инструкция по сдаче вступительных экзаменов находится в личном кабинете абитуриента во вкладке «Нормативные документы». В инструкции пошагово написано, куда заходить, как пройти тест и так далее. Расписание вступительных испытаний находится на сайте приемной комиссии во вкладке «Бакалавриат». Таким образом, день консультации по экзамену по химии у вас 22 июля, а день экзамена это 23 июля с 10:00 до 22:00, резервный день 25 июля с 10:00 до 17:00. Также для подавших документы с 21 июля по 12 августа экзамен будет проходить 18 августа с 10:00 до 22:00, а резервный день это 20 августа с 10 до 17:00. Доступ к экзаменам открыт в это время, но когда начинает делать тестирование, как раз таки начинается отсчет времени, это 1 час. В резервные дни могут вставать только те, у кого есть уважительная причина. Для подготовки к экзаменам есть программа вступительных испытаний на сайте приемной комиссии во вкладке «Бакалавриат». Программа вступительных испытаний включает в себя перечень разделов для подготовки поступающих к сдаче вступительного испытания, состоит из 3 разделов. Первый раздел – общая химия, это основные понятия, строение атома, химические связи, растворы. Второй раздел – это неорганическая химия, металлы, неметаллы, амфотерные вещества, амфотерные элементы, а также классы неорганических соединений. Третий раздел включает в себя органическую химию. Это углерод, элементы органогены, углеводороды, из кислород содержащих спирты, альдегиды, кислоты, простые эфиры, сложные эфиры, из азот содержащих органических соединений, амины и аминокислоты. Примерные задания. Первый вопрос. Какой металл будет реагировать с концентрированной азотной кислотой, не пассивируясь? Правильный ответ – это металл медь. Второй вопрос касается окислительно-восстановительных реакций. Реакция, которая идет без изменения степени окисления, является вторая реакция. Следующий вопрос касается химических связей. Предлагается
указать, какое вещество имеет только ковалентно-полярный тип связи. Правильный ответ – вода. А также следующий вопрос. Формула оксида перерастворения, которого в воде образуется кислота. Общая формула кислоты H элемент О3. Правильный ответ – N2O5. Следующий вопрос касается органической химии. Предлагается отметить вещество, брутто-формула которого С5H12 с одним третичным атомом углерода. Правильный ответ – 2-метилбутан. Следующий вопрос. Вещество, при взаимодействии которого со свежеосажденным купрум OH дважды в щелочной среде образуется раствор интенсивного синего цвета, называется этандиол или этиленгликоль. Следующий вопрос. Для аренов более характерны реакции замещения. Это правильно. Для азотсодержащих органических соединений необходимо указать простейшего представителя альфа-аминокислот. Правильный ответ – глицин. В день консультации свои вопросы вы можете прислать на почту и также по номеру телефона WhatsApp.